Коллеги, мы продолжаем нашу конференцию. Сейчас выступает модуль 3.4 «Интеграция с другими видами искусств». Начинает выступление Таймасова Айгуль Дюсимбаевна. Всем добрый вечер. А, Тема моего доклада — это интеграция музыки в хореографии. Музыка и хореография — два искусства, которые всегда были неразрывно связаны. Взаимодействие музыки и танца является основным видом сценического искусства, таких как балет, современная танцевальная сцена, музыкальный театр и многие другие. В этом докладе мы рассмотрим, как музыка интегрирует в хореографию, каким образом она влияет на движение, а также каким образом музыка может быть использована для создания уникальных и гармоничных танцевальных постановок. Историческая связь музыки и танца существует еще с древнейших времен, а их связь имеет глубокие исторические корни. В Древнем Египте, Греции и Риме танец и музыка были неотъемлемой частью религиозных обрядов и общественной жизни. Многочисленные античные театры ставили музыкальные представления, в которых музыка и танец были тесно переплетены. В средние века хореография и музыка были важной частью церковных ритуалов и светских торжеств. Однако настоящий расцвет интеграции музыки и танца произошел в эпоху Ренессанса и барокко, когда в Европе появились первые профессиональные балетные театры, а музыка и танец стали составными частями оперных постановок. Механизмы и взаимодействия музыки и танца, это интеграция музыки и хореографии, может быть рассмотрена в нескольких точек зрения. Основным механизмом, через которые музыка и танец влияют друг на друга, является ритм, динамика, структура и эмоции. Ритм как сцена – основа хореографии. Это один из самых наиболее очевидных и важных элементов музыки, которые непосредственно влияют на танцевальные движения. Хореографы часто используют музыкальные такты, акценты, их измерение ритма для создания движений, которые синхронизируются с музыкой. В классическом балете, например, хореография всегда основывается на ритмических структурах музыки, где каждое движение соответствует определенному ритму или акценту в музыке. Современные танцевальные стили, также как хип-хоп или контемпорари, также активно используют ритм, но часто выходят за рамки традиционных музыкальных структур, включая элементы свободной импровизации и нестандартных ритмических решений. Динамика музыки и темп играют важную роль в создании эмоционального оттенка хореографии. Быстрая энергичная музыка требует динамичных стремительных движений, а медленная и плавная, наоборот, спокойных и выразительных жестов. Хореографы часто выбирают музыку с определенным темпом, который соответствует непосредственно темпу и танцевальной постановке. В балете, например, темп музыки диктует темп движения танцоров, использование контрастных темпов в одной композиции может создавать интересные переходы и акценты, подчеркивая эмоциональное напряжение. Музыка и танец не только физически интегрированы, но и эмоционально. Хореографы тщательно выбирают музыкальное произведение, которое отражает чувства, которые они хотят передать через танец. Например, в балете «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского музыка помогает создать атмосферу трагизма, печали. Хореография усиливает эмоциональное восприятие. Музыка в танце не только служит фоном, но и активным элементом, который позволяет передавать историю, эмоции или концепцию. Важным моментом является способность музыки воздействовать на зрителя, усиливать восприятие движения. Например, медленные и нежные мелодии могут вызывать ассоциации с грациозностью, элегантностью движений, а резкие и напряженные композиции могут передавать драматизм и силу танца. Музыка играет разные роли в различных жанрах хореографии, и каждый стиль танца требует индивидуального подхода к подбору музыки, к ее интеграции в хореографическую структуру. В классическом балете музыка – это не просто сопровождение для танцев, но и один из важнейших элементов, который задает атмосферу и ритм, и постановки. Например, балет Чайковского «Щелкунчик» представляет собой идеальный пример энергии музыки и танца. Музыкальные произведения Чайковского, такие как «Вальс цветов», «Танец феи дрожжи», становятся неотъемлемой частью хореографической постановки, отражая характер каждого движения и создавая гармонию.
В современном танце с contemporary музыка может быть использована гораздо более свободно. Здесь музыка может быть как традиционной, так и экспериментальной. А иногда хореографы выбирают тишину или создают звуковые коллажи. Например, хореографы часто используют музыку, которая сочетает различные жанры и темпы, создавая уникальные музыкальные и танцевальные композиции, в которых музыка и движение часто идут в противоположном направлении, создавая интересный контраст. В таких жанрах, как модерн, джаз, музыка и танец обладают более свободной и экспрессивной интеграцией. В этих танцевальных стилях музыки часто используются для создания определенного настроения или передавания личности персонажа. В таких постановках важны индивидуальные характерные музыки и того, и как танцора могут интерпретировать этот звук через движение. В народных танцах часто является неотъемлемой частью культурной традиции музыка. В этой области музыка и танец тесно переплетаются и развиваются в рамках одной культурной традиции, отражая особенности образа жизни и ритма общества. В таких танцах часто используются народные инструменты, и хореография адаптируется под определенные музыкальные ритмы. В последние десятилетия мы стали свидетелями того, что новые технологии, которые расширяют возможности интеграции музыки в хореографии, например, использование электроники, синтезаторов, цифровых инструментов, открывают новые горизонты, создавая музыкальные танцевальные произведения. Виртуальная реальность, дополнение, реальность также начинает использоваться для создания уникальных танцевальных постановок, где музыка и движение становятся частью одного интерактивного пространства. Вот. И в заключение хочу сказать, что интеграция музыки и хореографии является основой множества танцевальных направлений, от классического балета до современного танца. Музыка помогает не только создавать атмосферу, эмоциональную окраску, но и непосредственно влияет на структуру танцевальных движений. Важность этой связи невозможно переоценить, поскольку она служит катализатором для творчества, позволяя каждому произведению раскрыться в полной мере. Современные технологии открывают новые перспективы для развития и взаимодействия музыки и хореографии. И, несомненно, это воздействие и взаимодействие продолжит эволюционировать в будущем, создавая новые формы и направления в искусстве. Доклад закончен. Спасибо большое. Коллеги, давайте будем задавать вопросы, обсуждать. Есть у кого-нибудь вопросы? Да, меня слышно, да? Я Да, могу. слышно. Хотела бы задать. Айгуль Ставьтесь, Дюсимовна, пожалуйста. слышно, да? Да. Синькова Лейля Кавайдаровна. Ага. Пожалуйста. Я концертмейстер, как бы коллегам. Вот хотела бы задать вопрос. Как вы думаете, вот возможно ли создать успешную танцевальную постановку, вот, где музыка и хореография будут развиваться независимо друг от друга, то есть сами по себе? Вот как? Вот, скажите, Айгуль Дюсимовна. Вот создание успешной танцевальной постановки, в которой музыка и хореография развиваются независимо друг от друга, достаточно такая сложная задача, но не невозможная. Такой подход может быть интересным, экспериментальным, особенно в контексте современного танца и авангардных постановок. В таких случаях музыка и хореография могут служить не как единое целое, а как две параллельные, но независимые линии, создавая контраст и усиливая восприятие зрителя. Если музыка и движение не синхронизируются традиционным образом, это может привести элемент неожиданности, усилить эмоциональное воздействие на аудиторию. Например, в некоторых произведениях современного танца используется техника диссонанса между музыкой и движением, где музыкой создается один эмоциональный настрой, а хореография совершенно противоположный. Это может заставить зрителя обратить внимание на отдельные аспекты произведения, создавая каждую составляющую, музыку и движение как самостоятельный элемент. Но тем не менее такой подход требует большого мастерства, внимания к деталям. Возможно, чтобы оба элемента, музыка и танец, были настолько сильными и выразительными, что каждый из них мог
существовать сам по себе, самостоятельно, создавать интересные взаимодействия с другими элементами. Но если музыка и хореография будут развиваться слишком независимо, если будут слишком они не согласованы, это может привести к потере целостности произведения. Спасибо большое. Я знаю, Гульдия Симбаевна, что вы автор многих хрестоматик, где вы для хореографии вы сделали. Спасибо вам большое за ваш труд. Мгм. Спасибо Спасибо. большое, Айгуль Дусимбаевна. Спасибо. Ляля Калайдар, тогда вы напишите отзыв на выступление Айгуль Хорошо, Дусимбаевны. хорошо. Ага, Спасибо. Напишу обязательно. отлично. Мы продолжаем, коллеги, если больше у вас нет вопросов. Я передаю слово. Следующая выступает Ситова Ляля Калайдаровна. Ага. Я Ситова Лейля Калайдаровна. Моя тема вот диалог музыки и театра, вокалист и пианист как соавторы сценического действия. Вот, знаете, как бы я сама работаю полностью с вокалистами. Для меня тема очень близка. Музыкальное искусство вот и театр на протяжении веков развивались в тесной взаимосвязи, создавая синтетические формы сценического искусства. Музыка и театр представляют собой два взаимосвязанных вида искусства, которые в течение столетий развивалось параллельно, дополняя, обогащая друг друга. Вот, в процессе совместного исполнения музыканта у нас не только следует нотному тексту, да, а как бы вносит свою интерпретацию, создает уникальное художественное полотно. И вот музыка и театр тесно взаимосвязаны тем, что особенно вот мы если рассматриваем в сфере оперного искусства, мы знаем, что у нас оперный театр, он никак не может как бы существовать без пианиста, потому что даже начинается, когда разбор, то есть разучивание оперных партий, вокалист, он без пианиста не может. Ну, в опере, ладно, заключительный этап идет с симфоническим оркестром, там как-то и само собой. А вот если рассматривать камерное искусство, это вот у нас вокалист и пианист, конечно, они создают цикл произведения, еще что-то. Они очень связаны в этом отношении. Потому что здесь от пианиста нужно не только, что он владеет техникой, это пианистическое или еще что-то. Самое главное, чтобы он чувствовал стиль, чувство партнера, импровизацию и передавать, как передать эмоции публике согласно содержанию текста, поэтического текста. Это уже как бы идет уже соавторство, потому что когда мы начинаем учить, допустим, цикл, или еще есть такое сейчас, знаете, моноопера, очень модно. Вот у Пуленко, допустим, есть моноопера. И там обязательно нужно, что смысл, один человек, солист, поет монооперу. Поэтому здесь с пианистом работа очень важна. Вот. А современный музыкальный театр, он предъявляет, конечно, особые требования к артистам. Это тоже техника должна быть и вокальная, и такая, и пианист разучивает партии, пианист помогает вокалистам. В любом случае, то есть ни один оперный театр не может существовать без вокалиста. Без пианиста, что я говорю, да. Хотя вот в эпоху Возрождения, барокко, опера стала одной из ведущих форм музыкального искусства. Композиторы вот Монтеверди, Люли, они развивали, первыми, которые развивали взаимодействие между вокалистами и инструменталистами, создавая сложные музыкальные. Но в то время мы знаем, что не было роялей, были клавесины, но все равно это как-то своим камерным оркестром они уже классическое давали развитие классической романтической опере, где роль пианиста как концертмейстера стала вот особо значимой. И потом со временем, конечно, роль концертмейстера уже значительно расширилась, уже пианист становился не просто аккомпаниатором, но и интерпретатором, чья задача уже была нужно передавать тончайшие оттенки музыкальной драматургии. Так что пианист-концертмейстер вот, сейчас это, конечно, не просто сопровождающий музыкант, аккомпаниатор, а равноправный партнер вокалиста. То есть вокалист, он без пианиста сейчас, конечно, никак он не обходится. Может быть, другие специальности могут обходиться, но именно вокалисты нет. Потому что процесс впевания очень большой, и это основа. Но для пианиста очень важно, конечно, что мы должны быть и пианистами, которые владеют техникой,
пианистическое, то есть как пианисты-солисты, потому что бывают сольные, допустим, проигрыши. И должны еще, когда исполняем оперные арии, допустим, мы должны звучать как оркестр, то есть мы должны уже передавать звучание каждого оркестрового инструмента. Вот. То есть создать особо оркестровый эффект. Вот. Ну, и, конечно, здесь вот именно в интеграции, в этой вокалиста-пианиста, что чувство ансамбля самое важное, нужно учитывать все это и как бы но это идет только при взаимодействии, высокой профессиональной подготовки и, естественно, регулярной совместной репетиции. Но еще у нас есть психологический контакт взаимодействия. Это очень важный аспект успешного взаимодействия между вокалистом и пианистом. Это слушать партнера, нужно предугадать его музыкальное намерение, реагировать на изменения темпа, динамики, артикуляции. Здесь нужно чисто еще, конечно, психологическая совместимость пианиста и вокалиста. Это очень важно, тем более в условиях концертного выступления. У нас психика у всех разная, волнение, и то есть даже сердцебиение, если у вокалиста начинает сердце чаще биться, то и пианист, конечно, тоже все это чувствует. Вот. Или изменение акустики зала, волнение, импровизация. Это все, конечно, ложится на плечи пианиста. Я считаю, что очень большая роль, конечно, ложится на плечи концертмейстера. Концертмейстер – такая профессия, что сейчас мы все знаем, что мы все нуждаемся. Очень как бы мало концертмейстеров у нас сейчас. Эта проблема поднимается на всех уровнях, что как бы очень мало людей, которые, то есть именно пианисты, которые хотели бы работать с вокалистами. Ну, здесь разные есть. Не будем сейчас останавливаться на этом. Это уже проблема такая экономическая везде. Но я так считаю, что это особая, как бы такая каста пианистов. Вот что хотела сказать, вот, что мы не только сопровождаем, конечно, вокалиста, участвуем в создании драматургии произведений. То есть, своего рода мы создаем тоже шедевры такие. Вот. Ну, в принципе, я вот как бы кратко хотела бы на этом остановиться, что мы тоже как бы создаем свое театральное представление. То есть наш диалог вокалист-пианист, как тоже мы действительно напрямую связаны с сценическим действием. Ну, вот такое кратко бы я хотела бы. Я на этом могу остановиться. Все, спасибо. Коллеги, есть вопросы? Можно я задам вам вопрос? Да, Скажите, пожалуйста. пожалуйста, какие методы репетиционной работы помогают вокалисту или пианисту, вокалисту и пианисту достичь единства в сценическом исполнении? Ну, это, конечно, совместная работа, да? Да. Это первое, вот, допустим, по личному опыту, это совместный анализ партитуры обязательно, изучение драматургии произведения, разбор структуры, темпы, там, динамики, нюансов, фразировка. Само собой, работа над дыханием, над акцентами. То есть мы сразу рассматриваем текст, поэтический текст, и смотрим, где идет фразировка, где акцент, на какое слово, на какое смысловое, где заканчивается фраза, потому что тогда и вокалист, и сам чувствует, что фраза здесь заканчивается, и смысловой акцент музыкальный идет на данное слово. Особенно слово. Конечно, вокал он связан со словом. Вот. Ну и здесь импровизационные упражнения у нас. И, ну, как всегда, анализ и репетиции. У нас очень много должно быть репетиций совместно, как у нас вокалисты говорят, впевание. Время впевания, что есть, когда во время впевания уже сам вокалист видит, вот здесь я должна динамику так сделать, в зависимости от слова, от его, от как бы смысла этого слова, как вот у Рахманинова очень много, когда повторяются фразы, допустим, я люблю тебя, или я люблю тебя, или еще что-то, то есть акцент вот, ну, в этом ракурсе. Все, спасибо. Спасибо за ответ вам большой. Я хочу обратиться к Айгуль Дюсенбаевне. Айгуль Дюсенбаевна, вы можете написать отзыв на доклад Лялии Калайдаровны? Может. Она машет, да, я вижу, что может. Все, спасибо большое. Спасибо, Мы Маша. продолжаем с вами, коллеги. Выступление сейчас прозвучит от Кремер Евгении Андреевны. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер. Рада с вами встретиться. Целый день слушаю. Очень интересно, в таком формате впервые участвую и очень в восторге, и много полезной информации.
И спасибо, что дали возможность в этом поучаствовать, принять участие. Я Кремер Евгения Андреевна, преподаватель специализированной музыкальной школы города Караганды. Тема моего доклада – это интеграция всех видов искусств в эмоционально-звуковом контексте. И посмотрите на первый слайд. Я вывела сущность понятия интеграции видов искусств. Это процесс взаимопроникания, понимания энергетики образа в контексте различных видов искусств с целью его глубокой содержательной интерпретации. И очень важно указать на ценность познания мира именно через искусство, и важно при этом отметить единство всех его видов. Изначально очень важна среда. И вот на следующем слайде я разделила на 3 таких вот этапа, где сначала обозначим несколько важных моментов младшего возрастного периода, среднего и старшего. Младший возрастной период – это период формирования эмоционального фундамента через технологию творческих импровизаций. И в своем докладе я более широко раскрыла этот вопрос, и я прям представила методики ведущих специалистов Татьяны Ивановны Смирновой и Виктора Львовича Макарова. Вот Татьяна Ивановна Смирнова в своих методиках воспитания искусства и свободной фортепиано, она предлагает свободные импровизации. Свободные импровизации при прослушивании балета, оперы. То есть это возникают такие музыкальные спектакли. Свободные импровизации на сказки, притчи, стихотворения. То есть ребенок развивается целостно, пропускает через себя все виды искусства. А вот Виктор Львович Макаров, он предлагает общаться с видами искусства через схемы диалоги на разных уровнях. То есть он создает серию вопросов разного уровня, познавательно-логического уровня, познавательно-эмоционального, познавательно-ассоциативного. И где на каждом уровне прорабатывает ребенок, заставляет думать, проводить параллели, проводить ассоциации и пропускать каждую эмоцию через себя. И вот именно на этом этапе младшего возрастного периода педагог является другом, который вместе с ребенком из раза в раз открывает мир, познает мир, то есть на равных условиях, на равных они представляют этот возрастной период. И здесь очень важно, если мы говорим о среде, это детские музыкальные школы искусств, это всякие студии эстетического развития. Очень важно, чтобы... И как раз-таки в наше время это очень актуально, и это присутствует в практике, что все дети и танцуют, и рисуют, и читают стихи, и декламируют, и играют в разных игровых оркестрах шумовых. То есть как раз-таки эта среда в наше время очень хорошо представлена. Если мы возьмем средний возрастной период, то это период накапливания интонационного словаря. Он должен характеризоваться большей скоростью и качественностью проживания информационного контента. То есть слушаю, читаю, вижу, ощущаю, вижу, рассматриваю, слушаю, вслушиваюсь, читаю, вчитываюсь. И в данном случае функция педагога – это уже будет педагог-наставник, корректное сопровождение ученика при познании мира. И здесь важна тоже среда. Это будут колледжи искусств, специализированные музыкальные школы, интернаты для одаренных детей. И вот тут у нас уже немножко происходит такое небольшое уже то есть каждый распределяется по своей специальности, да, пианисты, танцоры, они все начинают больше заниматься своим предметом. И немножко среда теряет свою актуальность. То есть меньше, нужно все-таки вернуть вот эту первоначальную стартовую позицию, когда продолжаешь соприкасаться и с литературой, и можно, чтобы на общих основаниях посещали такой предмет, как актерское мастерство, и обязательно должен присутствовать и танец, и обязательно должен присутствовать рисунок в меру своих способностей, в меру своих возможностей. Но ребенок дальше уже в качестве студента должен погружаться в эту среду. Если посмотреть на старший возрастной период, тоже это период творческой апробации накопленного опыта. И здесь функция педагога, тут уже педагог как единомышленник. И, скорее всего, он уже улучшает эту среду. То есть он помогает своему студенту уже как коллеге реализовать его исполнительские замыслы.
И мы пройдем с вами на следующий слайд и посмотрим на интеграцию. В чем выражена интеграция видов искусств? Ну, прежде посмотрим на музыку. Музыка. Звук как символ в контексте воли исполнителя, музыканта-исполнителя, пластичен и подвластен эмоционально-психологическому наполнению. Степень градации звуковой, эмоциональной пластики напрямую зависит от способности интегрировать психологический эмоциональный опыт в матричные энергетические сгустки, которые впоследствии музыкант развертывает в исполнении. Живопись. Образ как символ в контексте воли художника. Этот образ также пластичен и подвластен эмоционально-психологическому наполнению. Глубина мазка, глубина штриха, как черта, как психологическая черта. Цвет как психологический компонент, цвет как символический компонент. Цвет и форма имеют символическое значение. Плавные линии и округлые формы предполагают спокойствие и гармонию. Резкие, угловатые очертания, беспокойство и конфликт. Танец. Символ – это движение. Движение как символ в контексте воли танцора-исполнителя тоже пластично и подвластно эмоционально-психологическому наполнению. Говорящие элементы, рожденные в реальной жизни, принято называть пластическими мотивами или пластическими интонациями. И пластические интонации, сплетаясь и соединяясь, образуют пластические мотивы, темы повторения которых являются свойством хореографического образа. Литература. Слово как символ в контексте воли уже писателя пластично и подвластно эмоциональному психологическому наполнению. Слово-мотив в смысловом контексте, слово-мотив в звуковом контексте, как проявление семантической природы букв звуков. Слово-мотив как интонационная пластическая матрица. И интеграция всех видов искусств происходит на уровне полифонического взаимодействия смыслов в контексте воплощения образа. То есть общий знаменатель интеграционного процесса – это символ. Знаки, символы, образы, символы, символика объединяют все виды искусства. И я вывела несколько интеграционных критериев, первым из которых является образ. Главное средство интеграции. Искусство – это мышление в образах. Художественный образ – это эстетическое преломление действительности, эмоций, впечатлений и чувств. Второй критерий интеграционный – это пластика. Один из главных выразительных критериев, как понятие, присуще не только хореографическому элементу. Пластика проявляется на нескольких уровнях в движении. Например, пластика через пианистический жест, или пластика через хореографический жест, или пластика через семиотику слов, как эмоциональный контекст литературного смысла. Пластика через артикуляционное штриховое воплощение. Образ вырисовывается через жестикуляцию, как психологическое состояние, так и психологические намеренности. И третий интеграционный критерий – это форма, то есть конструкция, которая объединяет символы. Пластика в строении музыкальной мысли, хореографического замысла, художественной концепции, то есть это все визуальная акцентуация смыслов. Пластика в драматургии музыкального произведения, хореографии танца, драматургии художественных смыслов. И, конечно же, пластика в проживании смыслов через аспекты актерского мастерства. В заключение я хочу добавить. Искусство создает для человека мир жизненных переживаний, выраженных специальными образно-символическими средствами. И, погружаясь в проблему данного вопроса, погружение в эту проблематику поможет исполнителю более емко понять процессы интерпретации, смысловой расшифровки художественного образа, маневренности и вариационности исполнительского процесса, мобильности в процессе трансформации образа и проживания в моменте. Дорогие коллеги, я закончила краткий тезис по своему докладу. Давайте ответим на вопросы. Пожалуйста, представьтесь. Алла Сергеевна. Алла Сергеевна, вы вообще с другого модуля, да, у нас? Да, я с другого, но я Замечательно. сижу с утра, да, мне интересно. Давайте, да. давайте, конечно.
Евгения Андреевна, большое спасибо вам за доклад. Прослеживается актуальность выбранной темы. Материал очень структурно и методически грамотно выстроен. Но у меня вот возник такой вопрос. Как вы реализуете интеграцию искусств именно в своей педагогической деятельности? Знаете, чем дольше я работаю, тем больше я прихожу к степени важности и актуальности этого вопроса. Но проще всего, конечно же, преломление происходит в литературе, то есть работа со словом. Когда мы даже пытаемся сартикулировать или сложить какую-то музыкальную мысль, очень помогает именно вот словесная работа. Если еще говорить про литературу и говорить о том, как происходит интеграция, то, конечно же, с литературой немножко проще, потому что мы всегда проживаем, читая литературу, мы проживаем жизнь героев, которые потом достаточно легко преломлить, найти преломление в музыке, через звуки этого героя показать. Очень интересно всегда цитировать стихи, которые, особенно если в параллелях в то же время жили вместе с композитором, которого мы исполняем, то очень много можно найти символичных моментов, которые помогают лучше исполнить. Да, допустим, читая Пастернака, мы с вами намного лучше будем исполнять и понимать музыку Александра Скрябина. Очень помогает интеграция хореографии, то есть когда мы видим движение танцоров, все-таки пианизм, он в какой-то степени он тоже чем-то схож с танцем, потому что танцор, проживая жизнь в танце, через жестикуляцию показывает своего героя. А пианист, проживая звуков, он через пианизм в какой-то степени тоже показывает своего героя. И здесь присутствует пианизм еще как и актерское мастерство, тут два в одном. Ну и живопись – это тоже очень интересная сфера, с которой тоже очень много перекликаний. И так, краски – это примерно то же самое, что звуки. Они растворяются, и вот краски, ощущение цвета тоже очень зачастую помогает найти нужное определение погружения, звукоизвлечения. Поэтому это все очень взаимосвязано. И когда ученик впитывает эту информацию, и еще и может реализовать в звуках, то ты видишь на своем опыте, как это работает, и как в ученике появляется в исполнении индивидуальность, и какая-то, знаете, именно индивидуальность, которая показывает именно тонкость этого ученика, этого исполнения, тонкость исполнения этого ученика. То есть это очень интересный процесс, который я постоянно в своей работе использую. И нахожу в этом вдохновение. Коллеги? Спасибо, спасибо большое. Вопрос Да. ясен, ответ очень полный, все понятно. Тогда, Алла Сергеевна, я попрошу вас Привет. написать отзыв на доклад Евгении Андреевны. Хорошо, хорошо. Ивановны Андреевны. Хорошо. Итак, Спасибо вам. спасибо вам большое за выступление. Мы переходим к следующему спикеру. Бескимбирова Раушан Калайдаровна выступает у нас. Вот это. Так. Ну, добрый вечер. Слышно меня, да, теперь? Да, все слышно. Так, Бескимбирова Рушан Калайдаровна. Тема моего выступления – влияние интеграции различных видов искусств на развитие личности. Театр, исполнительское искусство, кинематограф. Рассмотрим, как влияет интеграция именно на эмоциональную сферу. Театральное искусство. Театр – это синтез литературного, музыкального, визуального искусства. Он помогает зрителям глубже понимать эмоции через игру актеров, мимику, интонацию, сценографию. И процесс перевоплощения актеров учит зрителей эмпатии и самовыражения. Музыка, она воздействует на психоэмоциональное состояние человека, вызывая сильные чувства. Например, классическая музыка способствует расслаблению, а динамичная – активизации эмоций. Саундтреки в кино, в театре усиливают восприятие происходящего, помогая зрителям глубже прочувствовать сюжет. Живопись, скульптура, изобразительное искусство передает эмоции через цвет, свет, композицию.
Картины Ван Гога наполнены экспрессией, а работы Кандинского передают настроение через абстрактные формы и цветовые сочетания. Рассматривая произведение искусства, человек учится воспринимать чувства без слов. Литература, поэзия, художественное произведение позволяет читателям проживать эмоции персонажей, что развивает эмпатию, способность понимать внутренний мир другого человека. Чтение помогает осмысливать сложные эмоциональные переживания, дает возможность анализировать чувства и выражать их словами. Рассмотрим кино, кино и анимация. Кино объединяет литературу, музыку, театр, изобразительное искусство, создавая мощное эмоциональное воздействие. Визуальные эффекты, музыкальное сопровождение и актерская игра формируют целостный эмоциональный опыт, способствуя развитию чувствительности, понимания эмоций других людей. Все эти различные виды искусства по-разному влияют на эмоциональную сферу человека, но в совокупности они помогают развивать эмпатию, осознанность, способность выражать и понимать эмоции. Поэтому важно включать искусство в образовательный процесс, чтобы способствовать эмоциональному развитию личности. Как влияет на творческое мышление? Взаимосвязь искусства и креативности. Различные виды искусства формируют нестандартное мышление, помогая находить новые решения, выражать идеи. Синтез живописи, музыки, театра, литературы расширяет границы воображения. Музыкальные ритмы, мелодии стимулируют ассоциативное мышление. Например, джаз, импровизационная музыка учат нестандартному подходу к созданию новых идей. Изобразительное искусство помогает воспринимать формы, цвета, композиции, развивая пространственное мышление и способность к символическому выражению идей. Актерское мастерство требует импровизации, перевоплощения, глубокой работы с образами, что формирует гибкость мышления, адаптивность. Чтение классической современной литературы развивает умение анализировать, строить логические связи, представлять сложные концепции. В целом искусство является важным инструментом развития творческого мышления. Оно помогает человеку мыслить нестандартно, создавать новые идеи, адаптироваться к изменениям. Интеграция искусств в образовательном процессе способствует формированию креативных личностей. Влияние музыки на память, внимание. Музыкальные занятия способствуют развитию памяти, концентрации, когнитивной гибкости. Исследования показывают, что обучение музыке улучшает работу мозга, способность к обучению. Литература тренирует память, логическое мышление, способность анализировать информацию. Чтение сложных текстов способствует развитию критического мышления и структурированию знаний. Изобразительное искусство, рисование, скульптура, архитектура развивает способность к визуальному восприятию, пространственному анализу и концентрации. Актерская игра требует запоминания реплик, адаптации к сценическим ситуациям и быстрого принятия решений, что развивает когнитивную гибкость. Фильмы, анимации стимулируют одновременную обработку аудиовизуальной информации, улучшая способность к многозадачности, анализу сложных сюжетов. Вот различные виды искусства, они способствуют развитию когнитивных способностей, таких как память, внимание, логическое, аналитическое мышление. Интеграция искусства в образовательный процесс помогает формированию умственных навыков, необходимых в современном мире. Участие в театральных постановках способствует развитию выразительности речи, умения аргументировать и взаимодействовать с аудиторией. Исполнение музыки в ансамбле в хоре помогает развивать навыки командной работы, слушание синхронизации с другими участниками. Чтение художественной литературы помогает понимать мотивации, эмоции, улучшает эмпатию, навыки общения. И в заключение хочу сказать, что искусство играет важную роль в формировании коммуникативных наук. Оно помогает развивать речевые способности, понимание невербальных сигналов, умение взаимодействовать с окружающим. Интеграция искусства в образовательные программы способствует развитию гармоничных и уверенных в общении личностей. Я думаю, что уже достаточно. Достаточно, спасибо. Регламент соблюдаем, коллеги. Задаем вопросы.
Задаем вопросы. Раушан Каладаровна, можно я задам вопрос? Давайте, Да. Айгуль Тюзюмбаевна. Скажите, пожалуйста, вот как интеграция различных видов искусства способствует развитию личности? Интеграция искусства, она развивает личность многогранно. Вот я как говорила, эмоционально, через сопереживание, выражение чувств. Когнитивно, улучшая память, внимание, аналитическое мышление. Творчески, способствуя нестандартному подходу к решению задач. Коммуникативно, развивая навыки речи, взаимодействия. И эстетически, формируя культурный кругозор, художественный вкус. Такой комплексный подход позволяет человеку лучше понимать себя и окружающий мир. Можно еще я задам вопрос? Да. Задавайте, Почему коллеги, еще важно раз вопрос. интегрировать искусство в образовательном процессе? Почему это? Развивает творческое мышление, эмоциональный интеллект, когнитивные способности, что способствует более глубокой осмысленной учебе. Оно помогает учащимся выражать себя, лучше понимать других, развивать воображение, нестандартный подход к решению задач. Искусство формирует культурный кругозор, обогащая личность и делая образование более интересным и многогранным. Будут еще вопросы? Есть еще вопросы, коллеги? Нет. Вы раскрыли в полной мере свой доклад. Спасибо.